хотел бы обратить внимание на поведение, на соблюдение, опять-таки, же той морали и этики представителей духовного управления мусульман. Федеральный закон о религиозных объединениях, в том числе такое понятие, как религия и священнослужитель, обязывает всех священнослужителей нести за собой тайну вероисповедания, тайну религиозных обрядов, к которым приходят к ним прихожане. В этом случае я бы хотел бы это приравнять к таинству исповеди, как в христианстве. К сожалению, в духовном управлении мусульман хазраты зачастую прибегают к свидетельствованию и в нарушении всех этики и морали осуществляют свидетельствование по уголовным делам и указывают по своим личным соображениям, что следственно арестованные обвиняемые придерживаются экстремистских взглядов по вероубеждению. Я считаю, что это является крайне недопустимым, и в свои доводы они приводят исключительно из предмета своего личного только. Что касается, но опять же я говорю, что я не хочу сказать, что это все таким образом ведут себя. Священнослужители духовных. Руслан, позвольте вам напомнить, вы мне рассказывали о том, что когда вы представились вашему подзащитному, вы представились только по имени, вашего отчества он не знал, однако в отказе от адвоката он уже показывает и ваше отчество, что подтверждает то, что это было под диктовку написано. Да, от сотрудников ЕВС получил копию письма, в копии письма он действительно указал фамилию и отчество полное, без указаний, в то время как у нас знакомство произошло только, как я представился, Руслан. В то же время он уже написал в полном объеме мою фамилию и отчество. Ну и потом материал. есть и иные конфессии, да. Есть и разные. Почему именно мусульман к поджогу церквей? Вот мне непонятно, почему не проверяют других лиц. Почему именно мусульмане должны были поджечь, допустим, эти церкви? Все церкви, все церкви, мусульмане лучше построят, еще если надо, помогут. Да. Тоже подобраны. Руслан, если можно, я сейчас, к сожалению, адвокат Зарипова сейчас отсутствует, он на процессе, если сможет, он подъедет к концу. Я два слова буквально о Зарипове хочу сказать. Значит, Зарипов на сегодня является инвалидом. Скорее всего, это вот, как говорится, и опыт мой подсказывает, и прошлый следственный. Я на минуточку следователем работал 13 лет. Что, скорее всего, от них получены признательные показания, которые будут впоследствии положены в основу обвинения всего уголовного дела. Но опять же, я спрашиваю там, вот с Тухватуллиным все-таки удалось пообщаться, я говорю, неужели настолько плохо с доказательствами, если вы боитесь допустить договорного адвоката? Да. Вы сами себя, говорю, вам самим не стыдно? Да. Вы же сами таким своим поведением подписываетесь под своим непрофессионализмом. Просто-напросто. Давайте работать, давайте состязаться. У нас состязательный процесс. Что в суде, что так. Мы предоставляем доказательства, вы предоставляете доказательства, а суд рассудит. А у нас получается, адвокат в этом процессе никто уже, а гособвинение, суд, это следствие единым фронтом и вперед. Самое интересное, что люди не знают, кто у них адвокаты. Я у жен спрашиваю, кто у вас адвокаты по 51-й, чтобы пригласить. Они не знают. А от следователя Я спрашиваю следователя, спрашивайте, он не говорит. Представляете? Мы даже не смогли найти по 51-й адвокатов тоже сюда пригласить. Нет. Вот поэтому у меня такое предложение. Нужно каким-то образом через федеральную нашу палату адвокатов или как-то обобщенное обращение ко всему адвокатскому сообществу города Нижнекамска, который, коллеги адвокатов Республики Татарстан, который по 51-й обслуживает вот непосредственно Следственный комитет, да любой орган, потому что, я так понимаю, там создана следственная группа не только из сотрудников Следственного комитета, возможно, туда входят и сотрудники следственных органов полиции, ФСБ, возможно, да. Уведомить их в уведомительном порядке, просто сказать, что вот по данным клиентам есть договорные адвокаты, который работает по соглашению с их родственниками.